Эфир Абхазского телевидения продолжается, и вы смотрите информационный выпуск Амшекшара. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. Законопроекты, связанные с финансированием заработных плат отдельных категорий служащих, и проблемы энергетики обсудили депутаты. Память ветерана Великой Отечественной войны, единственной участницы Сталинградской битвы из Абхазии Валентины Шульгиной. Во всех школах республики прошла ежегодная акция благотворительного фонда Ашана «Уроки добра». Зарплаты отдельным категориям работников бюджетной сферы будут повышены до конца этого года. Более того, будет проведен перерасчет с января по октябрь, заявил вице-премьер, министр финансов Владимир Дылба во время обсуждения внесения поправок в закон о республиканском бюджете на 2023 год. На заседании сессии парламентарии в основном обсуждали законопроекты, связанные с финансовыми вопросами и проблемой энергетики. Подробности в материале Асиды Малия. На повестке дня очередного заседания сессии парламента 3 вопроса. Законопроект о внесении изменений в бюджет республики, об определении размера средств на содержание контрольной палаты и корректировке целевого назначения средств республиканского бюджета. И в разделе «Разное» земельный вопрос. Законопроект о скорректированном бюджете республики представил депутат Беслан Халваш, который уточнил, что комитет по бюджетам под его руководством тщательно изучил данный проект и ввиду отсутствия нареканий предложил принять его в окончательном чтении. Таблица хасабала даша лагала как коллега Шерхон Яхмудзи Тазахан бюджет комитет нас абхера лахцот аюбет яхпапи абхераджа еще бхаргуарц. Вице-премьер, министр финансов Владимир Дылба рассказал об основных показателях бюджета. Он отметил, что принятие поправок позволит своевременно профинансировать расходы в социальной сфере сразу и в полном объеме. К 2023 году появились, как вы знаете, обязательства в связи с оказанием и адресной финансовой помощи нашим гражданам и лицам, которые попали в трудную жизненную ситуацию. Кроме того, дополнительное обращение наших граждан, организаций, районов по финансированию отдельных объектов социально-культурной сферы, административных объектов на территории практически всех наших районов и в городе Сухум. Поэтому, если законопроект поддержите и станет законом, я сразу о чем хочу сказать. Первым платежом будут именно, разумеется, вот эти вот социальные расходы. На сегодняшний день 84 человека, по ним приняты решения об оказании адресной помощи, 7,6 миллионов рублей, ровно точно так же, как и вас, так и нас всех тревожат эти люди. Дылба заверил, что до конца года будет повышена зарплата отдельным категориям работников бюджетной сферы, и на эти цели средства уже предусмотрены. Также планируется перерасчет с января по октябрь. Скорректированный бюджет устроил абсолютное большинство депутатов. Таким образом, законопроект приняли во втором окончательном чтении. Что касается бюджета на следующий год, то уже определена сумма в части содержания контрольной палаты республики. Согласно проекту постановления, эта сумма составит более 41 миллиона рублей. Законопроект поддержали и приняли в окончательном чтении. Депутаты рассмотрели проект постановления о корректировке целевого назначения средств республиканского бюджета. Речь идет о том, чтобы 60 миллионов рублей направить на оплату за переток электроэнергии. Эта сумма – неосвоенная часть из выделенных в прошлом году средств на приобретение и установку приборов учета, уточнил депутат Беслан Халваш. Тогда на эти нужды в общей сложности было выделено 200 миллионов рублей. У депутатов возник вопрос о темпах установки приборов измерения и учета электроэнергии. У нас собираемость, если люди, которые отвечают за это, они должны собирать деньги. Мы если будем оттуда перекладывать, перекидывать, пускай платят. Люди, которые ответственные, если они не могут это собрать, это с работой не справляются, надо с них, и спрашивать. Кто-то на майнинге, мы без света сидим, кто-то платит, кто-то не платит. Надо подходить. Сейчас бесплатный свет нигде нету в мире.
Чтобы изучить этот вопрос детально, парламентарии намерены пригласить представителей сферы энергетики. А на данный момент подобное перераспределение средств – это более приемлемое решение вопроса. Проект этого решения, который мы вам предлагаем, он не означает, что деньги не смогли потратить, его надо в какую-то пустоту перенаправить. Те средства, которые мы направляем за оплату перетока электроэнергии, это очень важная статья доходов. С одной стороны, я абсолютно согласен с темпами, да, приобретения, установки приборов учета. Темпы должны быть намного серьезнее. С другой стороны, если бы эти деньги были бы израсходованы, нам надо было бы дополнительно из республиканского бюджета искать деньги на оплату этого же перетока. Понимаете, все равно эта проблема от нас никуда не ушла бы. По словам Беслана Халваш, польза от установки приборов в систему учета уже есть. Он уточнил, что представители Черноморэнерго предоставили подробный перечень работ, осуществленных за счет заработанных денег. Асида Малия, Тимур Гугохия, Абхазское телевидение. Президент Абхазии Аслан Бжаня поздравил Леванта Атрышба, избранного большинством голосов председателем абхазских культурных центров в Турции. Аслан Бжаня выразил уверенность, что знания и опыт руководителя будут способствовать еще большему укреплению связи между абхазской диаспорой Турции и исторической родиной. Новый председатель Федерации абхазских культурных центров в Турции был избран на съезде в городе Измите, где также был сформирован новый состав Совета Федерации. В Турции работают 22 дернека. Они расположены в разных районах страны, в местах компактного проживания абхазской диаспоры. На 102-м году ушла из жизни ветеран Великой Отечественной войны. Единственная участница Сталинградской битвы из Абхазии Валентина Шульгина. Валентина Ефимовна прошла всю войну. Победу встретила в Берлине. Наш следующий репортаж посвящен памяти ветерана. Человек-история, за спиной которого более века, пережившая непростые времена. Валентина Шульгина прошла Великую Отечественную войну от Сталинграда до Берлина, а ее подпись осталась на Рейхстаге. За свою долгую жизнь Валентина Ефимовна побывала во многих городах мира, но ее сердце всегда принадлежало Абхазии, с тех пор, как она вместе с семьей сюда переехала. Ветеран ушла из жизни в уже давно ставшем для нее родным городе Сухуми, где прожила почти 70 лет. Абхазия – это родина моя. Я считаю Абхазию своей родиной. Я уже здесь прожила всю жизнь. Валентина Шульгина – кавалер 2 орденов Красной Звезды и медалей за отвагу за участие в Курской битве. В одном из интервью несколько лет назад она поделилась, что и после войны жила войной, а еще мыслями о мирном небе над головой. Ведь на ее долю выпало много испытаний. Однажды с поля боя Валентина Ефимовна вынесла 120 раненых. Все свои воспоминания ветеран записывала в тетради. На моих глазах умирали женщины, дети, старики. Все это слагалось раньше в нашей памяти так. А нам, женщинам, было очень тяжело, девушкам, потому что мы вытаскивали по 120 человек раненых в день. Да еще кроме этого мы еще должны были раненого вытащить, еще его карабин. Потому что это еще мало было. И так шли наступательные бои. Каждый год на 9 мая наша съемочная группа, одна из первых, приезжала поздравлять Валентину Ефимовну с праздником Великой Победы. Она всегда встречала гостей с улыбкой и обязательно читала свои стихи. Война – это несчастье для народа. В ней гибли наши лучшие сыны. Победу ждали мы 4 года тяжелой, изнурительной войны. Мы верили в землянках и в окопах, придет она, победная пора. Нас не страшили вражеские бомбы, нас не странили вражьи лагеря. Несмотря на прожитое, сильная и стойкая Валентина Ефимовна Шульгина оставалась открытым и позитивным человеком. Общаться с ней было одно удовольствие. Несмотря на почтенный возраст, она хорошо помнила даты, события, людей. Ушла целая эпоха, живой носитель истории. Остается одно – память. Память о героях, отстоявших победу в Великой Отечественной войне. Аля Катрабш, Абхазское телевидение. В Арс-Мира прошла пресс-конференция представителей оппозиционных политических партий и общественных организаций. Репортаж Гугуцы Вардания.
В начале встречи представители политических партий и общественных организаций обратились к политической партии Амцахара и к Союзу политических сил с предложением, состоящим из нескольких пунктов. Создать общественную комиссию, которая будет способствовать укреплению порядка в сфере имущественных отношений государства и бизнеса. Меня вообще, сейчас повторюсь, не интересует дальнейшая судьба Самшитовой рощи. Юристы с обеих сторон сошлись в честной хватке, разберутся, кто там что нарушил, как выйти с этой ситуации. Наверное, и без нас, дилетантов в этой области, я себе говорю, разберутся. Но есть еще множество объектов, видимо, не намного меньше, чем Самшитовая роща, которые нуждаются в некотором освещении своей деятельности. И самое лучшее, что мы можем сделать, создать подобную комиссию, как мы предлагаем, в которую войдут все партии всего политического спектра. Помимо этого предлагаем, раз если это предложение, если условно будет принято, совместно создать своего рода список объектов, подлежащих по общему мнению, естественно, по общему мнению, в ревизии и контроле их деятельности. Мы обращаемся с этим предложением к Народному собранию, к Общественной палате с просьбой подключиться к подобного рода процессу. Мы решили, что будет полезнее не заявлениями обмениваться, а сесть за один стол, создать список вопросов и по ним работать. Мы думаем, что вот такая форма взаимодействия, такая форма диалога приведет к желаемому всеми результату. На встрече затронули вопросы госдачи Пицунда, закона об апартаментах и энергосистеме. Мы обсуждаем часто 3 перепадных ГЭС, которые входят в единый комплекс Ингургеса в целом. Как-то президент Абхазии заявлял о том, что инвестор будет платить в казну государства в год 200 миллионов рублей. Это абсолютно ничего нам не даст, 200 миллионов, если даже на эти деньги покупать извне электричество. Есть уникальное решение, которое предложила грузинская сторона. 3 перепадных ГЭС входят в единый комплекс Ингургеса. Они готовы взять на себя обязательства, отремонтировать, пустить в эксплуатацию, и Абхазии от генерации этих перепадных, в том числе от генерации большого ГЭС, Ингургес, 50% генерации бесплатно отдавать нашей стране. Когда-то Владиславу Ардзенбу удалось договориться 60/40, ему это удалось. Я думаю, что ничего плохого не вижу, если от этих перепадных ГЭС 3, если мы будем получать 50% бесплатно, я думаю, это хорошее предложение. Ревизия площадка и шаахиза участковый сарасен гарла. Я были агент оппозиционной партии перебежали дейба ковзим калаши гемзим. Я хочу дахту да махва хазар яхзим ковзим. Хавилар рвали бера аллар не хазбала. В пресс-конференции приняли участие представители ветеранской организации АРУА, общественных организаций «Абхазское народное движение» и «Наша столица», политических партий ФНА и АПСН, общественная организация Эдгылара, а также Общественного союза ветеранов и граждан Абхазии Хаяйра. Гугу Савардания, Инал Гвинджа, Абхазское телевидение. Во всех школах республики прошли уроки добра. Ежегодная акция фонда Ашана. В этом году уроки прошли на тему «Разные возможности, равные права». Детям рассказали о людях с инвалидностью, о том, как важно помогать им. По традиции в этот день дети приносят в школу различные сладости, выпечку, игрушки и продают. А все вырученные средства отправляются в фонд Ашана. Как прошла акция в 3-й Сухумской школе, расскажет Лаура Капш. Лев Толстой говорил, чтобы поверить в добро, надо начать делать его. Действительно, нельзя поверить в то, что человек не прочувствовал на себе лично, то, что не совершил сам. Город для меня, когда люди помогают друг другу, я могу рассказать, какой там поступок я совершила. На протяжении 2 месяцев я со своей сестрой помогала бабушке. Каждый день, каждые 2 дня, каждую неделю покупала ей еду.
помогала подниматься по лестнице, потому что она была очень старая, она падала с лестницы, не могла подняться. Мы каждый раз приносили еду. И где-то 2 года назад, в прошлом году, я каждый раз после школы, когда у меня оставались задачи, ходила в церковь и отдавала бездомным. Вот уже 8 лет, как по инициативе культурно-благотворительного фонда «Ашана» при поддержке Министерства просвещения республики в нашей стране отмечают Всемирный день доброты. И по традиции с утра во всех школах учителя и волонтеры проводят уроки добра. В 3-й Сухумской средней школе директор фонда «Ашана» Мактина Джинджоля рассказала детям об истории и значимости этого дня. А дети же, в свою очередь, рассказывают о своем понимании добра. Я считаю, что доброта должна проявляться не только в этот день, она должна проявляться всегда. Всегда должна проявляться, помогать родным, близким, друзьям. Добрым, милосердным и отзывчивым нужно быть все 365 дней в году. Согласны со мной? Не только в день 13 ноября, не только во Всемирный день доброты. Для меня добро означает то, что помогать тем или иным людям, у которых нет возможности. Я один день, как-то раз, мы ходили на берег, там много бездомных собак. Один день я купил очень много корма, много мисок, и собачки прибежали и начали его кушать. И я еще один раз спас собаку с дерева. У добра много лиц. Кто-то помог дойти до дома заблудившемуся слепому человеку, покормил птиц зимой, кто-то улыбнулся прохожему, сказал доброе слово. Иногда мы так стремимся к собственному благополучию, что забываем о том, что мы в этом мире не одни. И кругом тоже люди, часто нуждающиеся во внимании. Если мы не будем сопереживать чужому горю, прислушиваться к собственной совести, то потеряем самую ценную способность делать добро. Я летом... Мы с сестрами пошли гулять. Я вижу, у одной женщины упали деньги. Нет, деньги уже упали. И мы начали их искать. Мы пошли, где много толпа людей, спрашивали каждого. Мы нашли ту женщину, и она нас благодарила. Сказала спасибо. Думаю, что не каждый вернет найденные потерянные деньги. Кто-то, может быть, решил бы оставить их себе, поэтому это прекрасный пример. Я недавно помогала маме и помогала своим друзьям, то есть там у нас были иногда проблемы во дворе, там девочки ударилась сильно, я ей помогла встать и помогла ей дойти до дома. Спасибо большое. Всемирный день добра для учителей, учеников и родителей особенный день, и отмечают его по-особенному. Каждый по-особенному отмечает. Кто-то говорит о добре, о добрых поступках, кто-то проводит ярмарки, поделки, продают дети между собой, вырученные средства направляют в фонд «Ашана», кто-то проводит благотворительные акции, концерты, аукционы, и практически все мероприятия, они в поддержку нашего фонда. Эта акция, этот праздник не направлен на сбор средств, он направлен больше именно на пропаганду добрых поступков. Продолжая урок добра, Мактина Джинджоля также поговорила с детьми о людях с инвалидностью. Она рассказала о том, что люди с инвалидностью имеют те же права, что и остальные. Их инвалидность не должна становиться препятствием для того, чтобы учиться, дружить, помогать другим или просить помощи у окружающих. Для того, чтобы люди понимали, что есть человеческое многообразие, что все мы разные, но у нас у всех одинаковые права, одинаковое чувство достоинства. Если у них там в классе появится ребенок, одноклассник с проблемами по здоровью, ребенок с инвалидностью, чтобы они приняли его как равного. Вот об этом в основном будет урок. По традиции в этот день дети приносят в школу различные сладости, выпечку, игрушки и продают. А все вырученные средства отправляются в фонд «Ашана» на лечение тяжелобольных детей. Ведь даже одно маленькое доброе дело может по-настоящему осчастливить множество людей вокруг. Сделать всех чуточку добрее. Лаура Капш, Заур Кварча, Абхазское телевидение. 14-15 ноября в Абхазии пройдет акция «Сахар в норме». 14 ноября акция будет проходить с 9 часов утра в ЦРБ Ткорчала и Игала. В
поликлинике Сухумской республиканской больницы, в курортной поликлинике Пицунды, в Гагрской ЦРБ и торговом центре Гагра. 15 ноября с 9 часов утра в Сухуме, в парке напротив столичной администрации и в парке в Новом районе, в Гудауте, на центральном рынке, в Очимчире напротив администрации города и в поликлинике поселка Цандарепш. Наркотическое средство в крупном размере изъято у жителя села Дранда Гулрыбского района. Возбуждено уголовное дело. Детали в оперативной съемке МВД. Наркотическое вещество марихуана в крупном размере изъято у жителя села Дранда Гулрыбского района. В результате реализации оперативной информации сотрудниками УР ОВД по Гулрыбскому району совместно с сотрудниками Управления исполнения наказания МВД в поселке Гулрыбш остановлен автомашина ВАЗ-2107 под управлением Баяктараглы Турсуна Джемаловича, 1958 года рождения. В ходе обследования вышеуказанного автотранспортного средства на переднем пассажирском сидении было обнаружено и изъято порядка 4,5 грамм наркотического вещества марихуана, что установлено в результате исследований экспертами экспертно-криминалистического центра Министерства внутренних дел. Расследование в рамках уголовного дела, возбужденного по части 2 статьи 223 Уголовного кодекса Республики, проводит следственная группа Гулрыбского РОВД. Турсун Баяктараглы задержан и водворен в изолятор временного содержания. Абхазские боксеры завоевали 6 медалей различного достоинства на международном турнире «Кубок дружбы», который проходил в Ростове с 7 по 11 ноября. Первое место занял Ливарса Аджинджал. Даниэль Багарян и Кемал Возба заняли вторые места. Бронзовыми призерами турнира стали Рафаэль Кисян, Эдгар Депелян и Гарик Шебелян. В соревнованиях участвовали около 200 молодых спортсменов в возрасте от 13 до 16 лет. Боксеры из Краснодарского края, Донецка и Макеевки, Армении и Абхазии, а также спортсмены из столицы Сейшельских островов Виктории. А сейчас прогноз погоды. По сообщению гидрометцентра, во вторник, 14 ноября, на территории Абхазии ожидается облачность с прояснениями. Погода временами дождь, возможно гроза. Температура воздуха ночью плюс 9-14, днем плюс 14-19 градусов. Температура морской воды плюс 18. И на этом наш выпуск завершен. Всего вам доброго и до встречи в эфире.